Гражданам, проработавшим на селе 30 лет и больше, увеличат пенсию на 25%. При этом неважно, покинули ли они в дальнейшем сельскую местность или нет. Ольга Савастьянова, председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы России, подвела итоги работы 7-го созыва. А это 5 лет большого труда. Результатов много. Принято больше сотни новых законов, в том числе и жизненно важных. Например, о паллиативной работе. За основу народные избранники взяли наказы жителей. Всего больше 3000 по основным болевым точкам. Вопросы общие для всей страны и специфические, касаемые непосредственно нашей республики. Так, арктической зоной в Коми стали еще 4 муниципалитета. Кстати, проблему муниципальных образований региона Ольга Савастьянова все эти годы изучала на местах. Большое внимание уделялось муниципалитетам. Здесь для меня было очень важно, что, выезжая, мы не только обсуждали вопросы. Естественно, я старалась посещать организации, учреждения, предприятия. В каждом муниципалитете обязательно проводился личный прием. Что очень важно, что в ряде поездок я старалась это делать совместно либо с депутатами, либо с представителями органов власти. По итогам каждой поездки мы формировали контрольную карту и ее отрабатывали. В одной из ключевых, важнейших для страны отраслей здравоохранения впервые принята программа развития первичного звена. Она работает с начала года. Больше 4,5 миллиардов рублей по этой части получает наша республика. Деньги идут на строительство медучреждений, их ремонт, в том числе и капитальную, закупку оборудования, переобучение кадров. Фокус за эти годы перемещен с города на село. Его развитие требует больших финансовых вливаний. Наша задача, несмотря на то, что эта программа принята, заключается в том, чтобы ежегодно увеличивать финансы. Вот на этот год у нас порядка более 70 миллиардов было выделено, но тем не менее весной, когда мы встречались с премьером Михаилом Владимировичем Мишустиным, то мы вышли с инициативой, предложили и еще договорились дополнительно о 6 миллиардах. В рамках этой программы для наших жителей два таких очень важных момента, связанных с жильем. Ипотека от 1,5 до 3%. И первый взнос вместо 20 – 10. Мы увеличили на 25% пенсию для селян, если они на селе проработали 30 лет. Важное нововведение по части экологии. Решения о строительстве полигонов теперь не могут быть приняты без общественного обсуждения. Яркий тому пример – ситуация на ШИЭСе. В социальной сфере тоже хорошие новости. Ликвидирована очередь в детские сады. Закрыт вопрос об обеспеченности школьными автобусами. Задача на перспективу – закрыть вопрос по яслям, а для сельской местности – по ФАПам и интернету.